Можно бесконечно долго рассуждать на тему геймерской классики и золотого века квестов, выпавшего на 90-е годы прошлого столетия. Ну, знаете, это как про политику или российский футбол, всегда есть что сказать. Благо, в отличие от приведенных примеров, про адвенчуры хочется говорить в сугубо восторженных тонах. При этом с налетом ностальгии, но и с верой в современников. Таких как Daedalic Entertainment, мастеров олдскульного квеста, уже заслуживших лестное прозвище «немецкий LucasArts». Да, об этом уже многие успели сказать, ну и я скажу. Че, я не как все, что ли? Депония, новое творение дайдаликов, на самом деле вышло в свет еще в январе этого года, но только на немецком языке. Спрос, как известно, рождает предложение, и вот к августу разработчики свояли версию для Steam с полноценной поддержкой английского и немецкого языков, а также с возможностью включения русских субтитров. В общем, все правильно сделали. Итак, мы играем за Руфуса, эгоистичного, беспринципного, самовлюбленного, но при этом весьма харизматичного недотепу, живущего в надежде покинуть наконец-то эту захламленную и насквозь проржавевшую планету. Перейти на высший уровень, в прямом смысле, ведь где-то там, в небесах, парит Элизиум, город-мечта. Добраться до него не так-то просто, и все грандиозные планы побега главного героя неизменно оборачиваются не менее грандиозными провалами. В этот раз тоже не все пошло как надо, и Руфус сваливается с небес обратно на землю, но уже не один, а вместе с очаровательной элизианкой по имени Гоал, что, естественно, повлечет за собой весьма интересные последствия. И все это нам подается в той самой аккуратненькой форме классического квеста. Но что под этим подразумевается? Поиск и комбинирование предметов, естественно, разговоры с местными персонажами, само собой. Вдобавок к этому имеется полное отсутствие новомодных подсказок или читерской подсветки активных точек на экране. Единственное, что выдает в игре продукт нового тысячелетия, это казуальная возможность скипнуть весьма нетривиальные мини-игры и поддержка колесика мышки. Но это все фактика. На самом же деле основа олдскульности Депонии заключается во внимании к деталям и создании правильного настроения. Именно это позволяет сравнивать ее, например, с Monkey Island. Легкий, приятный юмор, проработанные персонажи, у каждого из которых свои тараканы в голове. Ну и, надо это признать, не всегда логичные задачи. Хотя, пожалуй, про логику в случае с Депонией речь лучше вообще не заводить. Это же не наш с вами мир. Здесь свои законы, свои принципы и своя атмосфера. Да, чтобы остановить почтового голубя, нужно поменять магнитное поле планеты. А для получения одной пары одинаковых носков нужно сварить в кастрюле 3 разных. Скажем так, решения на Депонии нам, жителям Земли, порой не совсем очевидны. Поэтому одолеть игру без использования прохождения будет достаточно трудно. Я вот, честно, нет-нет, да и заглядывал в заветный листочек. В противном случае наверняка бы пострадало мое здоровье, а я его стараюсь беречь. Алкоголь и Super Meat Boy не в счет. Рисовка хороша, вы это и сами сейчас прекрасно видите, как и порой не совсем удачную анимацию. Очень жаль, но работники Daedalic Entertainment чутка схалтурили в этом отношении. Глаз не так уж часто, но все же цепляется за неровности. Нареканий заслуживает и техническая сторона стимовской версии. Иконки некоторых предметов пропадают в инвентаре, и их приходится использовать на ощупь. Помимо этого, одна из мини-игр вообще непроходима, но благо, как я уже говорил, их можно пропускать. Но не стоит пугаться кривоватой оптимизации или сложностей в прохождении. Ведь Депония, несмотря на это, замечательная сказка. Ну или баллада, не зря же здесь имеются поющие рассказчики. Нашлось в этой солнечной и оптимистичной истории немного места и для лирики. А уж этим материалом разработчики владеют отлично, вспомните их же Whispered World. Продолжению однозначно быть. Об этом говорит некоторая недосказанность игры, ее в чем-то нераскрытый потенциал, то, что не все персонажи были полноценно задействованы в процессе. В конце концов, на неизбежность продолжения нам намекает многоточие и вопросительный знак после слов «The End».
Ну и еще разработчики заявили, что планируется трилогия, да. Но я и без этого догадался, вы поняли? Само собой, всем любителям я настоятельно рекомендую не пропускать Депонию. И мне почему-то кажется, и я на это надеюсь, что последующие части будут еще круче. И тогда уже весь сериал заслуженно займет место на изумительной ступеньке нашего пьедестала. Первой главе до нее не хватило совсем чуть-чуть.